To make his way, Davlet Yagshimuridov. Преодолели мы половину дистанции, чемпионский PFL, и у нас следующий бой, в котором Импа Касанганай, победитель прошлого сезона, встречается с Давлетджаном Якшимурадовым, бывший чемпион ACA. В Беллатор провел немало боев, начинал с 2 поражений, но это были поражения от Кори Андерсона и Карла Альбрехтсона, серьезные персоны. Затем вышел на серию из 6 побед подряд. Его рекорд 24-7-1. 1 это ничейный исход, 35 лет. Это полутяжелая весовая категория, хотя здесь они... Да, в полутяжелой ведь сражаются, все верно. Просто Импа Касанганай и в среднем весе в свое время подарил публике один... Это очень хорошее последствие будет для индустрии ММА в Туркменистане, потому что очень многие ждут этой победы. У каждого свои особенности. Допустим, у меня свои, у Импа свои. Good elevation on that smash single from Yagshimuridov. Impa, you win last year. I champion this year. It's my belt. Ну, подарил его соперник, о котором невозможно не вспоминать, когда речь заходит о Импа Касанганае. Да, и Импа Касанганай, кстати, планировал подарить еще один нокаут, вызвав Фрэнсиса Нгану после предыдущего. Тогда победил Кайлана Хилла. И контракт не получил. Год спустя, в августе 2020-го, получил повторное приглашение в претендентской серии. Тогда оформил победу единогласно над Энтони Адамсом, после чего контракт был подписан. В UFC провел 4 боя, 2 выиграл, 2 проиграл. Самым памятным оказался поединок с Хоакином Бакли, нокаут во 2-м раунде в октябре 2020 года с разворота. После этого спустился в полусредний вес, там победил Сашу Палатникова с помощью РНС во 2-м раунде. Затем уступил Карлсону Харрису техническим нокаутом в 1-м в сентябре 2021 года и лишился контракта с организацией в декабре. После этого провел бой в промоушене Хабиба Eagle FC, где не смог уложиться в лимит весовой категории, превысив на 4 килограмма. Показал тогда 81-190 и проиграл Раймонду Магомедалиеву раздельным решением в марте 22-го. В июле 22-го победил Джареда Гудена в 1-м раунде техническим нокаутом в средней весовой категории на турнире XMMA 5. Затем был приглашен в PFL, выступил в претендентской серии, тогда победил Осаму Элседи в 1-м раунде, после чего принял участие в сезоне полутяжей, провел 4 боя, выиграл все и заработал $1 миллион. Затем вызвал на бой Фрэнсиса Нгану, но вызов остался без ответа, как я уже сказал. В феврале 24-го спустился в средний вес для участия в турнире чемпионов Беллатор с чемпионами PFL. Уступил раздельным решением Джонни Эвлину в Саудовской Аравии. В апреле в рамках очередного сезона победил Алекса Полица техническим нокаутом в 1-м раунде. В июне 24-го одержал победу над Джейкобом Нидо. Ну и в августе победил Джошуа Сильвейру единогласно. Ударник, который выбрасывает редкие атаки, но при этом хорошо защищается от тейкдаунов. Даже Джонни Эвлин испытывал проблемы с переводом Касанганая на канвас. В этом противостоянии Касанганай идет фаворитом. 1,6 коэффициент на его победу, а на Якшимурадова 2,1. Что касается Давлетджана и его, собственно, стиля, очень мощный ударник с
техникой, похожей на ту, что показывают такие базовые каратисты, как Стивен Томпсон и Роберт Уитакер. То есть удары с нестандартных дистанций, резкие выпады с опущенными руками и тому подобное. При этом Якшимурадов также очень неплохо борется. Но посмотрим, каким будет это противостояние с опытнейшим Касанганаем, который пробовал себя в 3 весовых категориях. Победитель. Но ведь надо сказать, что это именно Касанганай начал этот размен. Он полез вперед, он инициировал ситуацию. Полез да не вывез, как говорится. Потрясающее завершение встречи. Но на самом деле здесь шансы были 50 на 50. Касанганай тоже попал ударом справа. И вот еще левый боковой у него даже был. Но он уже здесь потрясен. Правая рука Якшимуродова так залетала. Причем такое ощущение, что он даже для того, чтобы нанести сильный удар, не надо ему было размах брать. Он просто на короткой дистанции доставлял, и тут уже добивать и рефери не позволил, и смысла не было. Какой нган у Касанганая. Вот здесь удар справа, да, прошел. Вот тот удар, который начал все. А дальше залетало, и уже все. Вы видите, как поплыл Импа Касанганай. 3-й нокаут в карьере у Касанганая. И 7-я победа подряд для Давлетжана Якшимурадова. Ой, шикарное впечатление произвел представитель Туркменистана. Великолепная победа. Для страны великая победа. Я думаю, что этот человек сейчас станет спортсменом номер 1 в своей стране. Кто еще привозил $1 миллион? Потрясающе. Давлетжан Якшимурадов. Браво. Рано насладиться этой победой сполна. Еще раз поздравляем.